Гостей и участников фестиваля «Голос Евразии» встречали, как и положено, по-кавказски горячо и с хлебом с солью. Народные коллективы республики радовали гостей зажигательными танцами, а ведущие рассказали о работах, представленных в этом году на фестивале. Всего подготовлено 500 работ, и все они посвящены главной теме – столетию со дня рождения Расула Гамзатова. Я знаю, что огромное количество работ поступило в этом году, и очень много работ связано с именем Расула Гамзатова. Большое спасибо за то, что чтите эту память. Она для нас, для всех россиян, для всех жителей СНГ, для всего мира очень дорогая. Спасибо вам большое. Все дороги земли приведут в Дагестан. Все дороги судьбы не напомнят о нем. Так говорил наш великий Расул Гамзатов. Действительно, дорогие друзья, на родине нашего легендарного Расула Гамзатова так по-особенному относятся к гостю. В рамках мероприятия прошла фотовыставка к столетию народного поэта Дагестана. Здесь же была организована экспозиция дагестанских печатных СМИ, в которой были представлены фотографии из жизни поэта, где запечатлены встречи Гамзатова с выдающимися деятелями России и зарубежья. Кроме того, организаторы развернули выставку республиканских СМИ, где были представлены журналы и газеты, которые выпускаются на 14 языках народов Дагестана. Абхазию на фестивале представляют сотрудники абхазской гостелерадиокомпании, журналист Фатима Гергия, режиссер, выпускающий Фарида Джопо и директор редакции информационно-политических программ Дениза Гергия. В первый день фестиваля также прошел круглый стол, посвященный творчеству Расула Гамзатова. Во второй день участники отправились в Хунзахский район, где посетили дом-музей поэта в селе Цада и другие достопримечательности. Закрытие фестиваля и награждение победителей пройдет 5 августа. Ирина Аршба, Фатима Гергия, Абхазское телевидение.